дорогие, доброе утро, Easy Helshon, с вами снова Лейла. Так, друзья, я вас сейчас с собой беру, наверное, в Назрань, может быть, там тоже поснимаю. Еду в Назрань договариваться в больницу, чтобы положили в больницу маму. Старшая дочка сказала, чтобы я подъехала. И сейчас пойдем сначала посмотрим, есть ли место в кардиологии, а уже потом, если вдруг не будет в кардиологии, то хотя бы в терапию. Все-таки давление не стабилизируется у мамы, и надо что-то делать. Я думала, может быть, справлюсь еще дома, но все равно мы искали место, конечно. Оказывается, у нас наши частные клиники, у нас, в принципе, и немного частных клиник, 2 частные клиники после ковида не принимают стационар. Так клиники работают, но вот именно ночных стационаров нет. Есть дневные стационары, которые делают процедуры, которые им нужно, и приезжают домой. Но это нам невыгодно, потому что не то, что невыгодно, нам неудобно возить каждый день маму туда и обратно. Это все-таки для нее большой стресс. Ей будет тяжело. Ну вот, друзья, вот как-то так. Утро у нас очень такое солнечное. Я сейчас сниму со селфи-палки и покажу вам. Тепло, конечно, очень. Вот так вот, друзья, смотрите, какая у нас шикарная погода сегодня. Солнечно, тепло. Хотя ночью был заморозок, несколько дней не было. А сейчас ночью был заморозок. И не видите, все тает. Но все равно тепло. Днем вообще будет жара. Ой, к сожалению, моя дочка демисезонная мою эту манто увезла с собой. Мне придется в теплой шубе париться сегодня. У врача договариваться, хочу немножечко. Так. Но номером, да, Урбекова Зенерсон, если честно. Да, я хочу поснимать немножко просто. Так. Короче, друзья, доложу, что там тут у нас ходили в кардиологию. Там только очень крайне тяжелых кладут. Пришли в терапию. Посмотрели бумаги моей мамы, сказали, что пока такого очень экстренного нет, чтобы положить, потому что и лечение, которое нам сейчас назначили, нужно, говорит, сделать хотя бы в течение 7 дней, чтобы вы, посмотреть, как действует препарат на нее. Если он будет действовать, то и ложить ее нельзя, не надо. Они боятся, потому что мы, говорит, почти каждый день выявляем ковидников, и если еще и бабушка повторно ковид поймает, то не то, что там от давления, уже и от ковида ее не вылечишь. Поэтому сейчас едем домой. Выписала еще один препарат, конечно, нам. Заморозки, заказ. Я не успеваю. Так, со мной Танзила здесь, поэтому я разговариваю с ней. Тебя можно снимать, нет? Все время меня ругается, что я не выполняю заказы. Маха, передай привет моим подписчикам. Всем добрый день. Подъезд. Все жалуются, что тебя не показываем. Немножко вам ее в ленту. Так, день, солнце, жарко. Вот такой вот у нас город. Почти центр города называем. Это вот больница. Центральная клиническая больница. Ой, так, лечение, говорят, выписанное и врачом очень хорошее. Но в этом я не сомневалась, потому что врач очень хороший. Причем та, которая сейчас я смотрела, она говорит, мы вместе учились. Все, говорит, хорошо. Так, зашли на рынок, у Танзилы заказ. Надо пожарить ей в духовке 2 индеек.
Так, это индейка мальчик, это индейка девочка. Нужно одного мальчика и одну девочку. Ей запечь А как ты скинуть ищи? Оптовый рынок уже закрылся. Ну, у нас вот тут вот бывает рано утром рынок до 10. Рынок привоза привозят из разных республик и местные. Он сейчас разошелся уже, а остаются уже местные, которые постоянно тут торгуют. Так вот. Покупаешь? Ответила она, покупаешь? Мальчика возьми ее. Обоих мальчиков? Ну да. Там 100 рублей разница, а вес намного больше. Так, мои дорогие, у меня сегодня уборка. Сейчас вам покажу, что я сегодня делаю. Пришли с больницы. Приготовила обед. Не стала, правда, показывать, как я готовлю обед, потому что надо было быстрее. В больнице расскажу вам потом, что было в больнице. Короче говоря, пока бабушку не кладут. У нас сегодня 16 градусов тепла. Представляете, какая теплая погода? И у меня были вот эти окна очень давно грязные. Я хотела их помыть. И сегодня вот начала их мыть. Как видите, сейчас я вам покажу их с той стороны. Ну и так могу показать. Вот так вот эти вот большие окна за мной, которые у меня... у меня сломалась стремянка недавно. Ну, сказать недавно, неправда. Месяца 2-3 тому назад сломалась стремянка, не было стремянки. Последний раз мы попросили у соседей и помыли эти окна. А вот еще когда вот месяц тому назад, такая тоже хорошая погода была, попросила у соседей, они сказали, что их нет, тоже сломалась. Ну, не знаю, может быть, действительно сломалась. Сегодня решила все-таки купить себе стремянку. Купила вот такую вот стремянку огромную, 3-метровую, по-моему, точно не могу сказать. Послала сына, он сам купил, не я. И решила помыть эти окна сегодня. Все-таки сейчас я вам покажу. Сниму со штатива. С этой легкой. Вот видите. Вот эти окна, они очень были грязные. Я сейчас по первому времени прошлась тряпкой универсальной. А второй раз сейчас вот буду мыть, поэтому показываю. Показывать не буду, потому что я боюсь, мои хорошие, боюсь стоять на этой лестнице. Практически наверху чистить сын, и поэтому одно окно даже не очень-то чистое. Страшно боюсь высоты. Вот сейчас быстренько домою. Второй тряпкой, которая специально для стекла. Ну, это гринвеевская, которая, короче. И вот надо будет мне купить швабру, скорее всего, такую плоскую швабру, чтобы на нее надевать эту тряпку Greenway для стекол и чистить именно вот этой шваброй, наверное. Но все равно стремянка нужна, потому что, может быть, в каких-то углах не дотянется, наверное, эта швабра. Короче, вот так вот. Стремянка и дома мне нужна была очень, потому что не могла шторы повесить. Была проблема и со шторами. Короче, я немножечко вот решила, пока погода, вот так вот прогенералить. Везде помыть эти окна, все сделать. Когда тепло, очень даже хочется это делать. Вот так вот, друзья. Устаю, конечно, но приходится делать, раз погода хорошенькая, благоприятствует этому. И представляете, 2 февраля, 16 градусов тепла. Это что-то, друзья. Так, ну, вон у меня вдалеке горы, но их плохо видно. Там какой-то типа тумана, что-то. Ну, все, на этом пока я доделаю, пока то еще стемнеет. Домой окна, уже 4 часа. Надо быстренько справиться с этим делом. Ой, вам, конечно, не видно, но все равно мне нравится. Не знаю, что будет, когда солнце выглянет. Вроде бы чистенько. Устала. Самое главное, я еще и не могу работать, подняв голову. Как бы кружится голова, когда пережимает сосуд. Ой, ну хорошо. Чистенько. Вечер такой спокойный. Очень такой. Ну-ка. Ну-ка, горы мои видны? Ближе не приближаются. Видите? Тишина и спокойствие. Ни ветерка.
И тепло, тепло. Представляете, опять я сегодня целый день хожу в одном платье. Настолько у нас тепло. Не знаю, неужели больше снега в этом году не будет? Каспер, Каспер, Каспер. Вот, просили показать, вернее, не показать, а спрашивали, где кот. Вот он. Никуда мы его не дели, он уже остался с нами. Так, друзья, видите, у меня везде недоделки, неполадки, недостройки. Мне уже кто-то говорил, делал замечание, что вы показываете ваши недоделки. Чем вы гордитесь, я не горжусь, я показываю, что у меня есть. Да, у меня недоделки, да, у меня недостройки, но, алхамдулилlah, все будет. Потихонечку, я надеюсь, а если даже и не будет, ничего страшного, лишь бы мы были здоровы. Вот так вот. Но почему не передаются эти горы, вот как они видны, вот настолько красиво все, я не представляю. Я прям удивляюсь, почему вот как будто бы наяву они не видны, хотя и телефон вроде бы хороший, но не передает. Так, друзья, значит, я немножко отдохнула, сделала свой намаз и вот решила сделать нам ужин. Ну и чтобы завершить мой влог, то, что я вам покажу, что я сегодня сделала. Конечно, это не все, что я сегодня сделала, я еще много чего делала, но не снимать просто не успела. Так, и прежде чем я уже поставила жарить картошку, она почти у меня уже готова, мальчики захотели, Ибрагим позвонил, пока он едет с работы, попросил меня пожарить картошку. А я решила как раз показать, это показываю, у меня уже 3 дня, 3 получается, да, или 2 дня тому назад, 2 дня, ну сегодня 3-й день. Мне пришла посылка с Майами, от моей уже, конечно, очень хорошей подруги, подписчицы моей Гали. Она присылает уже 2-ю посылку для меня. Я знала, что эта посылка едет. И знала практически все, что там есть. Не все, но все знала. Всю посылку, распаковку показать сейчас просто не могу вам, но хочу поделиться. Я хотела просто... Уже к вечеру стало холодно, хоть днем и было 16 градусов. Хотела просто одеть теплые тапочки, поэтому, ну, думаю, нет, сначала-то покажу. И заодно решила кое-что показать из этой посылки. Распаковку я сделала, все сняла, но выкладывать пока не могу, не буду говорить почему. Потом вы сами узнаете. Это только маленькая часть из посылки, которую прислала мне Галя. Там в основном посылка для моей внучки, для дочки, ну, для них, короче, для их семьи получается. Поэтому я вот этот обзор, я хочу с вами просто поделиться, вы мои друзья, и я хочу, чтобы вы знали, что меня тоже, и хочу сделать Гале тоже приятно, потому что она мне очень-очень тоже делает приятно, и она просто радуется тому, что мне приятно это все, что это нам приятно, она меня полюбила, она полюбила мою внучку очень сильно. Так, ну не буду вас долго задерживать, смотрите, вот такие вот теплые тапочки она мне прислала. Очень теплые, очень удобные. Она говорит, что у меня, я поняла, что у тебя на кухне там холодно ногам. По-моему, у меня как-то в кадр попали такие теплые, типа, ну, они не валенки, но такие теплые, как под валенки что-то, видимо, попали в кадр. Она поняла, узнала, что у меня на кухне холодные полы. Прислала мне вот такие вот тапочки. Спасибо тебе большое-большое, Галя. Такие вот носки. Они тоже почти что валенки, настолько теплые. Прислала моей маме вот такие вот витамины. Я повторюсь еще раз, что Галя живет в Майами, в Америке. Вот такие вот цветочки мои для моей вазочки. Я поставлю вам попозже, покажу их. Но это то, что это мизерная часть, что здесь была в посылке. Ну, вот такой вот ароматизатор. Я, правда, не знала, что это сначала, когда распаковку делала. Мне казалось, это этикетка от чего-то. Это просто вот такая вот ароматизированная штучка. Она очень так приятно пахнет. Я ее повешу, скорее всего, у мамы в комнате, чтобы у нее такой был запах, аромат там в комнате приятный. Прислала для меня вот такой вот крем для рук и для тела. Галя массажистка, профессиональная массажистка, работает в отеле в Майами. Она в тот раз тоже присылала мне масло. Так, и я где-то обмолвила, что мне надо купить силиконовые лопаточки, никак не дойдут руки ее купить. Так, картошку меня всегда просят, чтобы она была прям вот с корочкой.
Так, чтобы не шуметь, я просто убавила газ немножко, Игнатья долг. И вот прислала мне вот такие вот лопаточки силиконовые. Большое тебе спасибо, Галя. Действительно, я очень тебе благодарна. Почему-то все догадываются, что мне надо бывает. Она говорит, я твой ролик говорит, посмотрела, а ты там обмолвила, что тебе нужны силиконовые лопаточки. Вот такие вот лопаточки. Они очень хорошие. Вот это вот дерево, ну, ручки вот эти очень прям такие приятные, удобные и прочные. Видно, что будут прочные. Посмотрим. Производство тоже Америки. Посмотрим по качеству, как Америка работает. Так. Косынка, что на мне тоже она прислала. Такая тоненькая, очень удобная. Я сегодня и в больницу с ней ходила. И вчера одевала, ходила в магазин. Вот такая. Вот еще одна косынка тоже. Она мне ее прислала. Спасибо тебе огромное, Галя. И прислала, было так и написано, лучшему оператору канала Ибрагиму вот такую вот футболку. И вот такую вот. Ибрагим уже позавчера сразу же одел ее. Понес на работу. И мы уже ее постирать успели. Попросил меня утром, когда уходил, постирать, чтобы уже завтра она была для него готова. Она ему очень полюбилась. Очень удобная, тоненькая, удобная. У меня Ибрагим небольшой любитель тепла. Вот так вот. Это небольшая вот такая вот, хотела с вами похвастаться, небольшая часть того, что было в этой посылке. Галя, огромное тебе спасибо, всех благ тебе. Все, что я хотела сказать. Да, еще и фартук этот прислала. Галя, я прикоснулась, только потом вспомнила. Специально его одела, хотела одеть другой, но специально его одела, чтобы тоже вот вспомнить и сказать, что ты мне его подарила. А тапочки такие удобные, вы не поверите, как будто бы амортизаторы тут, видимо, типа как ортопедические. У нее там то, что она присылает, бывает такое необычное. Большое спасибо тебе еще раз. Очень приятно. Если честно, я не ожидала, что посторонний человек может вот так вот... Я буду резать лук, потому что уже картошка почти готова. Что посторонний, незнакомый человек может вот так вот подружиться и делать вот такие вот подарки. Честно, не думала. Во-первых, у меня никогда не было такой близкой подруги, если честно. Ну вот... Открыв YouTube, у меня появились очень много друзей, подруг, которые общаемся вместе, с которыми я делюсь своими сокровенными. То, что, может быть, я просто не могу даже вот сказать в YouTube на камеру, чисто даже не из того, чтобы я не хотела вам, вы не обижайтесь, мои подписчики, этого говорить, но чисто из нашего ингушского менталитета многие вещи я просто не могу говорить на камеру. Поэтому какие-то вещи мои такие сокровенные, что-то, что я не смогу сказать никогда в жизни на камеру, об этом знают такие, знаете, вот, ну, очень узкий круг. Можем, даже не круг, там и круга не будет, потому что их очень мало. Девчонок, которые знают про меня практически все. И опять-таки я и вас не обижу, и их не обижу. И они тоже, конечно, не знают все обо мне, наверное. Вот так вот, друзья. Но опять-таки вам скажу, это чисто из нашего менталитета. Там, я не могу многие вещи сказать, потому что это говорить и рассказывать просто даже неэтично. Именно из-за того, что я просто ингушка. Некоторые вещи мне нельзя говорить, наверное. Вот как-то так. Я надеюсь, вы меня поняли. Так, сейчас добавлю лучок. Маме я хочу посварить пельмешки. Еще не поздно. Картошку я ей не буду давать. Она и не любит жареную картошку. Да и никакую картошку не любит. Так, вот так вот. Наверное, кружку положу на нее. Чтобы лук быстрее, лук ухватился, быстрее пожарился. Не стала, друзья, заморачиваться с ужином, потому что устала очень. Так, давно не задействованные мышцы икры ног болят все-таки. Вот, смотрите, какие нежные, красивые цветочки. Поставила горшочек. Теперь у меня будут уже другие
такие цветочки в горшочке, видите? Вроде бы красиво, правда? Ленточка уже испачкалась, надо будет ленточку стирать. И свои лопаточки тоже сюда поставлю. И теперь я не буду шуметь, греметь лопатками, у меня будут силиконовые лопаточки. Это здорово. Большое тебе спасибо, Галя. Огромное спасибо. Так, хочу жареную картошку с помидорами. А маме, как я сказала, буду варить пельмени сейчас. Пока они стояли, пока я болтала, они уже разморозились, вода кипит. Закину пельмени. Так, а пока отключу, боюсь, большой будет ролик снова. Так, друзья, накрытый стол, накрывание стола я оставлю за кадром. Пельмешки уже вытащила для мамы. Картошку сейчас тоже положу. Главное, Ибрагим голодный. С работы пришел, говорит, я не обедал. Так, друзья, я думала, что я не рассказывала, что когда выходила из больницы, что у нас было в больнице, и поэтому сказала, когда мыла окна сегодня, что потом вам расскажу. Оказывается, нет, просмотрела то, что я снимала. Извините, конечно, у меня память очень плохая, я могу, если я утром что-то сказала, до вечера, конечно, я это уже не запоминаю. Ну, так коротко все-таки пробегусь. Значит, маму в больницу, то вы понимаете, что пока мы не кладем, ждем еще недельку. Было бы, конечно, очень хорошо, если были бы открыты частные клиники, вот эти стационары частные, чтобы можно было ее положить. Но ночные стационары, как я сказала, не работают, как только началась эта пандемия. Вот все везде, вот куда ни уткнись, это пандемия, этот коронавирус, уже надоел он, если честно. И даже вот санитарки, которые там были, медсестры, которые там были, они даже говорят, если бы даже врачи вас кладут, пожалуйста, не ложите ее, как-то придумайте что-нибудь, чтобы лечить ее дома. Но дело в том, что ни капельницы, ни уколы они не назначают, потому что боятся даже, что это... Я сказала, что я могу привозить медсестру и увозить, как тогда, когда она была коронавирусом больна. Но они говорят, ей нужен врач, чтобы был рядом врач, когда вот нужно какие-то препараты ей вводить, потому что это надо очень осторожно, и даже медсестра с этим не справится. Ну, посмотрим, друзья, будем надеяться на Всевышнего, что помогут маме эти таблетки, будем за нее молиться. Я думаю, вы тоже за нее помолитесь, чтобы таблетки ей помогли, и чтобы у нас все было хорошо. Вот так вот, друзья, сейчас быстренько наложу картошечку, просто показать и сделать фотографию на ролик, на съемку, фотографию такую сделать. Так, друзья, ну и вот мой скромный ужин готов. Кому-то покажется, что она показывает, но я просто показываю свою жизнь. Это мой сегодняшний день, это наш сегодняшний ужин. Вот то, что нам послал Всевышний сегодня на ужин. Вот такой вот у нас ужин. Было бы хорошо, конечно, если бы было бы молоко. Я очень люблю жареная картошка и холодное молоко. Но теперь придется немножко терпеть, пока не отелится моя корова. Ну, вот так вот, друзья. Мира вам, добра и благоденствия. Как-то так.